Дерсузала ден Арсения Пами улханны биллибиттиянер кенеге тигер кенебе бастыкы эпизоды. Дерсузаланы кытты бу канкы көлгө аджарга көтөбөһөн, бурга төбөһөннөр өлө хоспиттарын туунан таагаландар. Олонноттон бу Дерсузала кенене быхан бу камуунан тоңорон, отуңорон кенер тынна халаннар бу канкы көлтөөнөн биллибите. Ону Арсеньев бу канкы көлгө жибитин туунан кенеге бу немниктергер баллар. Ол кынан баратын бу кенеге Дерсузала кене чистой исторической фактордан бар бу кенеге болбатак кене Дерсузаланы кытты бу канкы көлгө жибитин туунан стусуаллар уактар. Оноттон бу канкы көлгө кенелер жибитсердерден бу Арсеньев жибитсердеринен баран беге баран каллибитиннет тури уроктен пограничный переход аттына жибиппит. Буманна Каменер Болов таттынан Арсеньев тури уроккарлы барбыты биллер. Выезжаем из города Владивостока. Сегодня 27 июля 2021 года. 7 часов утра. Дорога пустынная. Машин считается мало. Погода прекрасная. Наш водитель Валерий Николаевич Протопопов. Настроение прекрасное. И с нами профессор Дальневосточного федерального университета Петр Федорович Правко. Приветствую всех. Сначала едем в туре Рок, знакомимся с местом на границе с Китаем, с переходом в Китайскую Народную Республику. Смотрим берег, там совершенно замечательные пляжи. Я думаю, что нужно попробовать воду. Тем более в такую жаркую погоду, плюс 36 градусов. Вот. Затем вернемся, заедем в Каменер Болов. Там у нас будет встреча с членами географического общества, с работниками библиотеки. Там замечательный музей, ряд достопримечательностей. Таким образом, мы немножко будем иметь представление о озере Ханке, о побережье, о его людях. Ну и потом вернемся домой. Примерно сколько километров? Ну, 250 в одну сторону. В одну сторону. Здесь на юге Дальнего Востока очень интересная ситуация наблюдается с точки зрения топонимики. Когда едешь по Приморскому краю или смотришь на карту Приморского края, видишь много таких названий, ну, например, как Ивановка, Осиновка, Прилуки, Лучки, Хороль и другие. Это все названия населенных пунктов, деревень из европейской части страны, ну, Черниговская, Сумская область и окрестности. Потом, если въезжаешь в Амурскую область, то же самое попадаются те же самые названия. Причем и Черниговка, и Прилуки, и Лучки и так далее. И интересно в чем заключается, что те названия, которые в Амурской области, они даны переселенцами, двигавшимися на восток по суше, по Сибирскому тракту, на лошадях, на быках, телегах и так далее, и так далее. А те населенные пункты, которые в Приморском крае, это уже возникли после того, как сюда стали завозить переселенцев массовым путем на судах Доброфлота из Одессы. Поэтому они из одних мест, но расстояние между ними порядка 1000 километров, может даже больше. Ну, если вы хорошо знаете, что в 1959 году был подписан, в 1859 был подписан Пекинский договор о разграничении границы между Китаем и Россией, воспользуясь тем, что в это время шла Вторая опиумная война в Китае, развязанная французами и англичанами, как всегда, вот, за рынки сбыта. И в 1859 году на реке Тур был поставлен первый пограничный знак полковником Будагоскиным. Вы это прекрасно знаете. И уже в 1863 году на территории Ханкайского района было образовано первое село, оно называлось Воронежское. Сегодня оно называется село Тури-Рог. Почему Воронежское? Потому что переселенцы приехали из Воронежа. Из Воронежа. Такие у нас топонимы. Вот. Ну а в основном началось заселение вот с этих времен. Когда сюда первые переселенцы приехали, здесь практически было запущение местного населения. Было, ну вы знаете, что после государства Джурджини, когда их Чингисхан тут потоптался немножко,
здесь практически ничего не было. Вот. Китайцев здесь практически не было, были только мужское население китайское в основном, а местные жители, они относятся к тунгусам, маньчжурской языковой группе, которые здесь были. Проехали Камень Рыболов, едем Турий Рог. Турий Рог 61 километр. Село Троицкое справа. Дорожный переход. Как видим, долина благодатнейшая. Ну, вы знаете, что переселение шло в 3 этапа. Первый этап – это пешком сюда люди шли в течение 2-3 лет, в лаптях, со всем скарбом, с котом, на телегах. Второй этап – это у нас получается морской путь с города Одессы на пароходах, мимо Индии, вот, через Суэцкий канал, он в то время уже был. Вот, приплывали. А третий этап, когда была построена железная дорога. Вот. И в советское время шло активное заселение Приморского края именно переселенцами. Ханка көл бейте хөрдә улахан бу Дальний Восток хамалхан көл булыр. Хама сылас көл булыр. Монда у температурасы 34 градуска лыгыл ярден этеллер. Итенде ута олог жөһүнә тоқырдык, үттә чай күрдүк. Канандагына женкер бу барак өстүбәт. Хөрдә албак балыктак, хөрдә албак раскыл, сөйл олар сире. Монда белуга ден балык Балтарат онда яңылатырден кепсиллер. Муманна Брабков Петр Федоровичтен Дальневосточный федеральный университет географияга доктора кенекетте барамы биргеҗан келлибит. Маннан учча географическое общество течелеттерин кетте көрсөмөт кепсетти бит. Мы находимся с вами в удивительном месте, на берегу самого большого озера Дальнего Востока, озера Ханка. Впереди и слева от меня водоем раскинулся на десятки квадратных километров, глубиной до 10 метров, а сзади в километре граница соседнего государства, Китайской Народной Республики. Берег озера удивительный, есть скалистые участки, есть берега песчаные. Вот мы находимся как раз на песчаном берегу, и по качеству песка некоторые специалисты говорят, он напоминает песок знаменитого болгарского курорта Варна. Озеро отличается своей мелководностью. Его ширина достигает 20-30 километров, а глубина, как я сказал, до 10 метров. Уровень Ханки колеблется в течение времени. Это связано с разными причинами. С антропогенными причинами, с природными. Когда уровень поднимается, тогда берега часто размываются, и под удары волн попадают жилые дома, участки дороги, берег размывается. Арсений Бейтин, кинегатия Сурьерның Комуһу баһаммыт анан дебеге каккаңастаммыт олар бу тынна халды биттен Сурьер. Оноттон кайдагара бу хага кейтер комустен оттон ирарычаган курдуканыр боламмыт кайдак ондук булган сөбөйден тиян көрөмөжө жок комус сакомус битке атагын сототун хага хуаннах ту комус Итенде дакка танак ки баганан баспат сөгенелер буя каяп көрдүк онун кенелер бастак отулары бастак доктор туталлар бит тоттон сүйе хылгыт өрдәмин көрдәкне өрдәди тиллен сөп көрдүгәрәре агая олох онно иппеттерден этиханады. Надо сказать, что озеро Ханка обладает уникальной фауной и флорой. Здесь есть такая дальневосточная черепаха, мягкотелая, очень много пресмыкающихся, птичий мир очень большой, замечательный. На том берегу озера Ханка специально есть в рамках Ханкайского заповедника специальные площадки, где занимаются birdwatching. Это birdwatching, это наблюдение за птицами по-английски. И туристы туда с удовольствием приезжают. И большая часть этого территории это Ханкайский заповедник. Но кроме того, вы знаете, что на берегах Ханки издавна и в советское время развивалось и рисосеяние, и соя высевалась, получали большие урожаи. То есть в сельскохозяйственном смысле это тоже замечательный объект, замечательное озеро. Ити тула Ханка көлттен у тақсырдан тухананнар бу Дальний Востокка Приморский ристен үрдалхан эвеске агана проект үлели турар билегендаган тобого ол у тақхан ирисовай конулары оңорон Приморье бейтен риха юннериллер. Бу Приморский ристен мехирдах андойдуга седах ирис болар коловор кытайдар бурие бейлер төһөдөл бак грихүннерелеринен именно Приморьеттан бу периятылаханнар
аналла блюделерин оллар, onun лоханнык сыналанар туспа сорт боларден эмия белетенер. Озеро Ханка – это очень богатый водоем с точки зрения ихтиофауны. То есть самые разнообразные виды рыб, начиная от щук и заканчивая маленькими пескарями. Но вот, как говорят специалисты, люди, живущие на берегах Ханки, с течением времени вот, количество рыбы, вылавливаемой рыбы, добываемой, уменьшается. Это, очевидно, такая экологическая проблема, которая касается не только Ханки, но также рек, впадающих в Ханку или вытекающих из него. Это очень важная проблема. Кроме того, когда было активно развито ресосеяние, использовались удобрения, это тоже влияло на состав воды и тоже уменьшало рыбохозяйственное значение озера. Впервые озеро было описано в 17 веке. Воспето это озеро нашими путешественниками, исследовано впервые. Это Николай Михайлович Пржевальский в 1868 году. Он описал, действительно, воспел животный мир, ихтиофауну, флору, этнографию. Он был несколько раз, он шел с Хабаровска вдоль реки Уссури до Ханки и шел, а потом с Ханки он шел по реке Раздольной до Владивостока. На берегу озера Ханка, село Турирок, которое было основано в 1858 году, был создан первый пост по границе с Китаем. И с того времени село развивалось, было заселение, два поселения было периода. Казаки были сперва, а потом приехали землепользователи, крестьяне с Воронежской губернии. Село называлось Новоронежское, называлось. Но со временем Турирок, как пост пограничный, так он остался и стало село называться. В советское время здесь, немножко перескочил, в царское время была церковь, стояла здесь, школа была. Было до 158 жителей, взрослого населения. В советское время был колхоз, потом совхоз, пасека была, овчарня была, курятник был. Да все было, молочная ферма была. Но сейчас пока у нас затишье, ничего нет. Только сама земля обрабатывается, агрохолдинг есть у нас. И все. Но работает автопереход, еще школа. Работы нет. Молодежь уезжает в город, село беднеет, худеет. В Китае везут уголь, лес, наш лес. Почему сейчас чувствую, здесь такая жара стоит у нас до 40 градусов, что лес выпиливается, сопки оголяются, липа, дуб идет в Китай, ясень идет в Китай. Река Ханка описана и рассказана Владимиром Клавдевичем Арсеньевым, нашим великим путешественником, краеведом. Он в этом озере был в 1902 году, но мы знаем, что Арсеньев прибыл впервые в Приморье и Дальний Восток в 1900 году и был назначен начальником охотничьей команды. Тогда разведчиков называли охотниками. И он до войны, русско-японской войны 1904 года он был начальником охотничьей команды Владивостокской крепости. Благодаря этому он совершал многочисленные разведывательные походы по Дальнему Востоку. И в том числе вот он был в озере Ханка, где он сам писал, что разведка шла как с оценкой обороноспособности от нападений сопредельных стран. Озеро Ханка из камня рыболова. Озеро Ханка тоже снята и была показана прямо само озеро оскароносного фильма Акиры Куросава «Дерсу Узала», где описала, как показано, как благодаря смелости
и активностью Дерсу-Узала. И настоящее имя было Дерчу Аджал, он нанаец. Вот он был спасен, как был спасен вот начальник экспедиции Владимир Клавдевич Арсеньев. Хотя вот эта сцена очень красочно описана в начале книги Дерсу-Узала, но такого сюжета реально в самой экспедиции не было, потому что с Дерсу-Узалой Владимир Клавдевич познакомился только в 1906 году, а в озере Ханка он был в 1902 году. Описывает, что он был в Турем-Роге, шел до камня Рыболова и вышел к Уссурийской железной дороге к станицам Дмитриевка и Черниговка. Но Черниговка может быть знаменита еще тем, что это родина нынешнего губернатора Олега Николаевича Кожемяка. И эта экспедиция разведывательная у них закончилась вот именно на станции Черниговка, где они сели на поезд и уехали в Владивосток. Но в Турьем-Роге и краеведы камня Рыболова, это райцентр Ханкайского района, они утверждают, что именно Владимир Клавдевич Арсеньев описал озеро Ханка с китайской стороны. То есть тогда четко очерчено, видать, границы не было, поэтому он прошел вокруг озера. Действительно, поездка была очень познавательной. Мы думаем, что это командировка, будем говорить, или экспедиция маленькая, посвящается к 150-летию Арсеньева. И якутское отделение географического общества тоже вносит свои планы, мероприятия, посвященные к 150-летию Владимира Клавдевича Арсеньева. Я думаю, что всякий, кто побывает в Приморье, должен обязательно побывать и на озере Ханка.